Начиная работать над этим проектом, понятно было, что у меня было желание улучшить внешний вид лиры. Потому что если вы посмотрите на лиры, к сожалению, они все имеют неопрятный вид, плохую обработку. Иногда мастера допускают себе такие вольности, что там древесину особенно не выбирают. Можно увидеть даже какой-нибудь сучок здесь или еще что-то. Мое же желание было сделать, приблизить, по крайней мере, лиру к то, что называется произведением искусства. В начале этот процесс был у меня в голове как дополнение или оформление элементами декоративно-прикладного искусства. И один из моих первых экспериментов, как улучшить внешний вид лиры, это был, захотелось мне применить резьбу по дереву. И вот здесь вы видите, лира оформлена со всех сторон резьбой по дереву, которые каким-то образом украшают ее внешний вид. Позже я понял, что этого недостаточно. И когда я начал работать над улучшением качества звука и тембра лиры, вот тогда уже началось серьезное исследование. Очень мне сильно помогла библиография об изготовлении скрипки. И вот здесь начался новый процесс модернизации, согласно уже не просто каких-то догадок или там, будем говорить, народных изобретений. Это базировалось на серьезной науке. Инструментоведение сейчас преподается во многих университетах мира. Собрана богатая библиография, и при наличии желания можно найти и заимствовать у современных скрипичных музыкальных инструментов смычковых, которые существуют и стали классическими инструментами, в отличие от народных, так, то там существует очень много и хороших приемов, хороших открытий научных, для того, чтобы сделать высокохудожественную и хорошую лиру. Для этого, конечно, нужно изучить очень много смежных наук. Здесь нужно ознакомиться с наукой о древесине, которая сформирована, существует масса учебников, книг, пособий по древесине. Древесина разделяется на строительную и музыкальную. И если строительная древесина стоит там $100 куб, то музыкальная древесина может стоить $500, вот такой маленький кусочек. Как изготовляется музыкальная древесина? Там существуют определенные технологии, заготовки, распила, сушения, стабилизации и выбора правильных сортов древесины. Если вы посмотрите на производство скрипок, то все скрипки изготовляются только исключительно из волнистого клена. В то же время наши народные понтийские мастера изготовляют лиру из разных твердых пород дерева и на деку применяют кто ель, кто пихту, кто еще что-то, мягкие породы дерева. Так вот, когда мы посмотрим на лиры, даже которым 100 лет, некоторые лиры даже привезены из Турции, с исторической родины, есть свидетельства песенных, где восхваляется лира, изготовлена из древесины сливы. Когда посмотришь на все эти породы дерева, то понятно, что это те породы, которые произрастали практически в огороде, в личном хозяйстве. Это орех, это слива, это акация, которая всегда по краю деревни произрастала для защиты от климатических, от снега и так далее. Вот твердые породы, когда начинаешь их смотреть по справочникам, то все эти породы имеют твердость 4. Понятно, что на деку применяется ель, сосна или пихта, у нее твердость 2. Две разные породы дерева, которые твердая и мягкая древесина, применяются в изготовлении скрипичных музыкальных инструментов с одной лишь целью, для того, чтобы объем и качество звука был более полным. Потому что твердые породы древесины производят высокие звуки, а мягкие – низкие звуки.
это как бы открытия, которые сделали наши древние предки, ну и которые существуют по сей день именно в этом виде. Какую же древесину лучше использовать для изготовления? Понятно, что в принципе любая древесина с твердостью 4 годится для изготовления корпуса, а для верхней деки применяется ель, сосна и пихта. Однако, когда начинаешь работать более глубоко и искать более правильный звук для лиры, то выясняется, что не нужно изобретать велосипеда, нужно посмотреть, из чего делают скрипку. Скрипку делают исключительно из волнистого клена. Волнистый клен, он имеет свою структуру, и в наибольшей степени вот это вот и есть волнистый клен. Видно, как он дает какой-то такой отблеск поверхности, и структура его идет спиралевидная, структура волокон. Поэтому и появляются какие-то волны поднимаются, другие опускаются, и такое получается оптическое изображение, что на нем есть волны, хотя это идеально ровная поверхность. Если изучать подробно библиографию, тогда уже нет необходимости экспериментировать на разных породах дерева, которые сейчас наши мастера дорвались до интернет-магазинов и заказывают себе уникальную экзотическую древесину из Африки, из Юго-Восточной Азии, из Южной Америки и так далее. Я считаю, что это все лишние хлопоты, потому что до нас профессиональные музыкальные мастера с профессиональными мастерскими и государствами национальными, они уже давно провели все эти эксперименты, и нет необходимости изобретать велосипед, он давно изобретен. Но есть особенность какая? Оказывается, что даже клен, как дерево, имеет 120 разновидностей. И даже волнистый клен тоже имеет ряд разновидностей. Вот этот ряд разновидностей я как раз таки использую в изготовлении именно понтийской лиры по одной лишь той причине, что, как я уже говорил, для лиры высокой настройки нужен более твердая древесина. Для лиры Зилукапано средней настройки нужна средней твердости древесина. И для лиры Капан низкой настройки должна быть мягкая древесина. Так вот я и выбираю три разных волнистых клена. И это можно как бы найти в разных странах. В стране с самым суровым климатом будет самый твердый клен. Я его выписываю из Америки, из Канады. Средний клен, средней твердости, это наш, будем говорить, кавказский, средней твердости, а более мягкий это наш балканский клен, который произрастает и в Греции есть немного, на исторической родине очень много, на Понте в Турции, в Хорватии, в Италии, на юге, на севере Италии, в Альпах. А вот эти разновидности уже, когда мы говорим о приближении лиры к классическим музыкальным инструментам, можно использовать вот эти разновидности клена. Теперь, что касается состояния сегодняшней лиры, которая изготовляется как в Турции, так в Греции, есть мастера и в России. К сожалению, ни один из этих мастеров, в том числе и я, мы не учились этому искусству. В Италии, в городе Кремона, существует университет скрипки. И для того, чтобы получить диплом и изготовлять скрипки, нужно в нем проучиться 5 лет, и еще не факт, что вы получите диплом. Потому что на дипломную работу вы должны выставить скрипку, которая экзаменационная комиссия послушает, как она звучит. И если она звучит хорошо, и если она сделана высокохудожественно, вы получаете диплом. Если нет, то вы получаете сертификат. Сертификат мастера, да, который может очень хорошо ремонтировать скрипку. Вот за 5 лет получил большой объем знаний. К сожалению, с нашей лирой этого пока не происходит. Даже значит, практически уже скоро 100 лет, как мы живем в Греции, здесь не создано ни институтов, ни каких-то
научно-исследовательских центров, где бы этот инструмент изучался. Около 10 лет назад я, когда взялся за проект понтийской лиры, потихоньку с помощью интернета, значит, уже создана небольшая группа людей, единомышленников, которые занимаются исследованием лиры параллельно и изготовлением. За эти годы мы здесь, в Аргирополе, провели уже два международных конкурса мастеров понтийской лиры. В прошлом году мы провели научный съезд, или уже позапрошлом, 2 года прошло, научный съезд на тему понтийская лира в 21 веке. С помощью интернета общение у нас происходит практически ежедневное, постоянное. Живут мастера в разных местах. У нас есть и мастера, которые живут в Германии, есть в Северной Греции, в Македонии, есть мастера, которые живут здесь, в Афинах, в Пирее и так далее. Вот с помощью интернета, фейсбука мы создали там свою отдельную страничку, называется «Алмада Кантаскивастон Пандиакис Лирас». Значит, страничка, будем говорить, группы мастеров понтийской лиры. Там наши мастера выставляют свои новые инструменты, обмениваются мнением, показывают какие-то новые свои достижения и так далее. Это очень здорово. Почему? Потому что только коллективный труд может нам позволить создать идеальную лиру. К примеру, когда гитаровидная лира попала в Италию, будем говорить, в 1205 году, то первая скрипка появилась только в 15 веке. То есть понадобилось 350-400 лет для того, чтобы процесс модернизации дошел до того уровня, что был создан идеальный музыкальный инструмент, который уже практически 300 лет остается, 500 лет уже остается без изменения. Была найдена технология, была найдена форма, дизайн, все. Меняются только некоторые элементы этого музыкального инструмента, как, например, струны. Если в средневековье струны делали из кишок животных, то потом появился металлический, чуть раньше появились шелковые струны и так далее. Вот такие технологические новшества, которые способствуют улучшению звука, они применяются на скрипке. Что касается ее формы, ее методики изготовления, технологии, то она остается уже около 400, по крайней мере, лет, она остается неизменной. У нас проблема в том, что у нас не было этих 300 лет, 400 лет. Почему? Потому что произошло падение Византии, мы остались без своего собственного государства. Естественно, не было ни греческих оркестров, которые были и в Константинополе, и в Трапезунде, во дворе у Алексия Камнина, которыми развлекали гостей, послов иностранных держав и так далее.